то время был маленький. То есть все его ровесники, которые с ним были, их уже давно нету. Магомед чертами лица очень похож на своего отца Беслана Яндиева, красноармейца, участника Великой Отечественной войны. Это единственная фотография ветерана, которая сохранилась после переезда семьи Яндиевых из Казахстана на родину в 1957 году. Боясь потерять и эту драгоценную память, они сделали несколько экземпляров фотографий. У матери спрашиваю, где они, там что-то ж должно быть. Да ну, говорит, зачем они нужны? Железки, мол, детям отдали, они пораскидали их там, порастеряли. Тогда, говорит, за них никто и не думал. Сначала был у нас большой фотографии с орденами, с медалями, там еще кое-что разобрать можно было. Отдали его на реставрацию, там забрал этот фотографии и пропал. И ни его, ни фотографии. Беслан Абиевич Яндиев родился в 1914 году. После армии в первые же дни войны ушел на фронт. 28 августа 1943 года стрелка 7-й роты наградили медалью за отвагу. Исходя из архивных данных, Беслан в боях за деревню Малеевка Шумячского района Смоленской области уничтожил 7 немцев и вынес с поля боя 10 раненых бойцов и командиров с их оружием. В августе 1941 года деревня была оккупирована гитлеровскими войсками и полностью освобождена в сентябре 1943-го. Только после окончания войны Беслан Яндиев уехал в Казахстан к своей семье. Довхан Яндиева старше своего брата Магомеда на 8 лет, поэтому помнит об отце намного больше. Она часто улавливала отрывки разговоров со служивцами или близкими друзьями за чаем. Порою, говорит Довхан, они смотрели на хлеб, который на столе был в изобилии, и вспоминали о том, как во время войны нередко запасались его кусочками. Жизнь Беслана Яндиева оборвалась в 1964 году в возрасте 50 лет. Он похоронен на родовом кладбище в сельском поселении Нижние Очулки. Таких героев в каждой семье немало, и благодаря уникальному архиву «Лица Победы», созданному руками простых людей, список фамилий героев постоянно пополняется. Зелимхан Калоев, Сурхо Кусиев, Новости 24.